Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В связи для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. +3 8067 63 46 130. Это наш номер телефона. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите на ваших экранах сейчас. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Ярослав Бошко, эксперт міжнародних, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю вас. Я предлагаю начать эфир наш со следующего информационного сообщения, которое прошло вот буквально в течение последнего часа. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече в нормандском формате. Об этом президент Украины написал на своей странице Twitter, цитирую. «Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита Нормандской четверки. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира». Конец цитаты. Пане Ярославе, в последнее время мы действительно очень часто слышим различные заявления из офиса президента относительно того, что готовится встреча 4 лидеров в нормандском формате. Зеленский говорит о том, что он уже переговорил на этот счет с Макрон и Меркель, и говорит о том, что идет подготовка к саммиту нормандской четверки. И все же есть предпосылки, такая встреча в ближайшей перспективе. Реально? Реально ли она при Ангеле Меркель еще? Она действительно реальна. И для нее на самом деле есть время, как раз в силу того, что непонятно, когда окончательно будет сформирована коалиция в Германии. Заявление о том, что это обязательно произойдет к католическому Рождеству, они довольно-таки оптимистичны. Предыдущая коалиция вообще формировалась 170 дней, поэтому как минимум до Нового года мы можем быть уверены, что канцлером Германии остается Ангела Меркель. За это время действительно есть время на подготовку самой встречи. Однако, как всегда, вопрос остается в адженде. То есть встретить, поговорить, закрепить какие-то статус-кво можно, если бы ситуация каким-то коренным образом изменилась. К сожалению, Первое, что будет обсуждаться, это тема выполнения коммюнике предыдущей нормандской встречи еще 2019 года, Парижского саммита так называемого. И, соответственно, ключевым для Украины будет здесь донести, что, к сожалению, этот план, эту повестку выполнить фактически невозможно. В частности, потому что новые пункты разведения войск и вообще сама тема разведения войск проявили себя как инструмент, который в реальности не приносит никакой безопасности. Дать доказательства того, что боевики на самом деле нарушают перемирие, нарушают международное гуманитарное право, происходит вот эта гибридная паспортизация, непонятно, что вообще с пропускным режимом на существующих КПП. Поэтому для Украины сейчас важно выскочить из этой рамки, которая была создана в первые годы президентства Зеленского, потому что дальше в ней переговоры в нормандском формате для Украины не будут успешны вообще. А есть ли вообще смысл встречаться четырем лидерам в нормандском формате, если то коммюнике, которое было заключено в 2019 году, оно не выполнено? То есть зачем? Все-таки мы понимаем, что целью встречи является не столько какая-то отчетность по выполнению и невыполнению договоренностей. Откровенно говоря, их сейчас не выполняет никто. Россия срывает со своей стороны. Для нас, соответственно, неадекватно их выполнять, если мы знаем, что боевики постоянно все нарушат. Соответственно, нормандский формат, он продолжает существовать.
Однако сами правила урегулирования конфликта, да, сама какая-то канва урегулирования, она постоянно меняется. Для украинской стороны было очень большой уступкой, на самом деле, подписать формулу Штайнмайера. Несмотря на это, никаких существенных уступок с российской стороны за последние 3 года мы так и не увидели. То есть с момента подписания формулы Штайнмайера Российская Федерация не уступила нам ни на йоту. И понятно, что если в этой конфигурации и будет компромисс, то только за счет украинских уступок с российской стороны. Но вот представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске говорят о том, что формула Штайнмайера не предусматривает какой-либо угрозы национальной безопасности Украины, так как она просто регулирует порядок выполнения политической части минских договоренностей и не имеет никакого отношения к тому, когда будут выборы на территории Донбасса, до вывода и верификации войск или после. Естественно, после. Ну, понимаете, в чем проблема? Если бы оно было действительно так, то Россия бы не муссировала принятие формулы Штайнмайера, Россия бы не давила на Украину, опять же, в этом направлении. Мы не видим на самом деле какой-то действенной стратегии с российской стороны. Мы видим только желание навязать вот эту модель. Сначала контроль, точнее, сначала выборы на оккупированных территориях, потом нам постепенно как-то там будут передавать контроль за границей, и то с сохранением вот этих нелегальных, незаконных вооруженных формирований, которые получат статус так называемой народной милиции или еще чего-то либо. То есть, по сути, формула Штайнмайера является таким себе предложением к уже существующим минским договоренностям, которые Украина в контексте 2018 года, где-то тогда начал наиболее развиваться вот этот дискурс касаемо того, что Минск в существующей редакции, в существующей модели, он не может быть принят для Украины. И Запад уже был с этим согласен. То есть и Германия, и Франция выступали в данном разрезе не как союзники Украины или России, а как посредники в переговорах. Соответственно, для них, если Украина не готова идти на компромиссы, это не составляет какой-то большой проблемы, это проблема России. То есть вы говорите о том, что с приходом президента Украины Владимира Зеленского и его команды все возобновилось, имплементация Минских соглашений. Ну да, подписание формулы Штайнмайера, она, по сути, дала возможность откатиться опять к этой рамке Минска, снова говорить, вот, а давайте посмотрим, как мы могли бы гипотетически реализовать Минск. Вернулись, опять же, к переговорам Минской ТКГ, которая в конечном итоге сначала начиналась с того, что Украина шла на какие-то уступки, там обсуждался формат этих уступок, их проведение, потом под давлением во многом украинской общественности происходит фактически блокирование любых уступок, невыгодных уже Украине, и сейчас мы не видим в рамках Минской ТГ вообще ничего продуктивного, пожалуй, за последний год. То есть никаких ни компромиссов, ни продвижения, никаких новых тем. Просто по очереди Украина и Россия обвиняют друг друга в том, что та или иная сторона действует не по правилам. Более того, вы наверняка читали статью заместителя главы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который там написал, что считает бессмысленным вообще какие-либо контакты с руководством Украины, и украинцев там он назвал невежественными и необязательными людьми. Давайте послушаем его цитату. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам бесперерывно лгут и уходят от принятых решений, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. Как вы думаете, это исключительно мысли самого Медведева, он так вот утром вдруг решил, проснулся и написал, или же он ретранслирует мысли Кремля и Путина, и, судя по таким заявлениям, можно сказать, что встречи в ближайшее время не будет? Я вам скажу, что на самом деле консолидированной позиции по Украине в российских элитах сейчас нет. Есть определенная группа так называемых системных либералов или там рыночных, таких как Греф, Вайна, и там действительно
нету такого большого желания выжимать из каких-то геополитических побед электоральные баллы, потому что это уже невозможно. Там все уже пришли к осознанию, что крымский консенсус, так называемый, да, закончился в российской политике, и политологи, социологи российские констатируют его распад примерно с 2017 года. То есть какие-то внешнеполитические победы сейчас все равно не приносят внутренней легитимности партии власти. Во-вторых, вещи, которые ретранслировал Медведев, в некотором измененном виде также проступали в статье Московского фонда Карнеги Дмитрия Тренина примерно месяц назад, где также говорилось о том, что значимость Украины для России в данный момент, в данном политическом дискурсе очень преувеличено. Это может свидетельствовать на самом деле о том, что Украина, как вообще и Донбасс, и сама тема Украины, конфликта с ней, превратилась для России в чемодан без ручки. То есть для того, чтобы выжать из этого какие-то или внутриполитические, или внешнеполитические существенные победы, надо затратить колоссальные ресурсы, которых у России нет. Ну, например, кредитовать Украину. Да? Вот мы, допустим, там, вместо МВФ нам Россия предлагает, вот давайте мы вам дадим 20 миллиардов долларов. Никто сейчас в России не готов рисковать такими деньгами, даже если теоретически в Украине нашелся бы сумасшедший политик, который бы согласился такое принять. Во-вторых, мы понимаем, что российская политика сейчас в международном плане все больше и больше уходит своим вниманием в Азию. То есть страны Центральной Азии или Средней Азии, как принято не говорить, Китай, они сейчас являются гораздо более перспективными направлениями в плане получения торговых преференций и в плане получения даже политических. Да? То есть сейчас уже нету рабочей модели, в рамках которой Украину можно втянуть в какой-то проект Евразес или чего-то подобного, чтобы это было действенно. Максимум, на что может рассчитывать Россия реалистично, это какой-то нейтралитет Украины по отношению к Российской Федерации, подобный тому, что, вот, например, Финляндия относительно Советского Союза. То есть, возможно, без вступления в НАТО, но при этом и без присоединения к этому социалистическому лагерю. То есть, по сути, Медведев ретранслировал ту точку зрения, что фактически вот этот вот вектор собирания земель для российской политики, по крайней мере в европейской части, он уже является глубоко непродуктивным. Так, а как же статья Путина, которая была опубликована тоже 2-3 месяца назад, где как раз эти территориальные претензии Украине четко предъявляются со стороны Путина? И вот это показывает, что в российской политике существуют и другие точки зрения, другое лобби. То есть как минимум военные, как минимум некие элиты, связанные с военно-промышленным комплексом. Вспомним того же Суркова, они всерьез рассматривали такие темы, как присоединение Донбасса, реально на правах субъекта Федерации Российской, потому что им нужно было в первую очередь легализовать саму тему военного конфликта, поднять статус себя как корпорации в рамках российского государства. И они видели в этом определенный смысл и продолжают видеть. То есть если военные внезапно утратят свою актуальность, военные, спецслужбы, ФСБ, ГРУ, то очевидно, что их внутриполитическое влияние будет существенно снижено, поэтому в рамках российской политики они выступают такими ясными. То есть вы думаете, что это ориентировано на исключительно внутреннюю аудиторию России? Ну, конечно же, мы понимаем, что статья Медведева, она не может изменить ни внешнеполитический курс Украины, ни отношение западных стран к конфликту России и Украины, где все роли на самом деле уже давно выбраны, расписаны. И понятно, что может быть, Западу тоже было бы гораздо выгоднее, чтобы Российская Федерация отказалась от такой настойчивой экспансионистской политики в Восточной Европе, по крайней мере, в странах, которые представляют орбиту интереса Евросоюза, в пользу какой-то более углубленной интеграции, допустим, стран Центральной Азии. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к саммиту Украина-ЕС. Как известно, завтра, во вторник, 12 октября в Киеве, состоится саммит Украина-ЕС, во время которого, в частности, планируется обсудить запрос Киева о создании военно-тренировочной миссии Европейского Союза в Украине. Основными темами саммита Украина-ЕС, который должен состояться уже завтра, станут также имплементация двустороннего соглашения об ассоциации Украина-ЕС, борьба с COVID-19 и диалог в сфере безопасности. Об этом передает Укринформ, ссылаясь на слова официального представителя
руководителя ЕС. Давайте послушаем их цитату. Цей саміт дасть важливу можливість зміцнити політичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС. У нас для цього є солідна основа – угода про асоціацію від 2017 року та поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі, яка діє з 2016 року та дозволила значно збільшити обсяги двосторонньої торгівлі і українського експорту до ЄС. Це буде можливість підбити підсумок імплементації угоди про асоціацію, де ми перебуваємо і як рухатися далі. Водночас важливо продовжувати тісну співпрацю з Україною у галузі зміцнення верховенства права та процесу реформ. Хочу наголосити, змістовна імплементація судової реформи та продовження боротьби проти корупції – обидва ці напрямки є ключовими. З нами зараз на прямій зв'язі Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Павло, чего нам ожидать от этого саммита? Какие конкретные решения, возможно, в рамках саммита Украина-ЕС мы сможем по результатам увидеть, услышать, прочитать, возможно? Европейский Союз – это экономическая организация, в первую очередь, поэтому скорее о основных направлениях саммита и планах по его реализации должны говорить экономисты. Я хотел бы остановиться исключительно на проблемах безопасности, потому что ЕС – это не только экономика, это и политика, и в наше время уже Европейский Союз переходит к формированию своих безпековых формирований. В ЕС проходят такие серьезные изменения. Это уход с горизонта Европейского Союза такого мощнейшего политика, как Ангела Меркель. Будут происходить серьезные какие-то переформатирования, переливания авторитетов между государствами, членами Европейского Союза. Поэтому нам пока этот формат существует, необходимо закрепить за собой ряд безпековых питань. Это в первую очередь вопрос санкций против Российской Федерации по Крыму и Донбассу, чтобы с уходом Меркель политика, санкционная против Российской Федерации за оккупацию наших территорий в Европейском Союзе сохранялась и поддерживалась такая тяглость, постоянство этого воздействия. Во-вторых, поддержка Крымской платформы. Это крайне необходимый для нас формат в вопросах безопасности и с точки зрения как дипломатической, так и политической поддержки ЕС. Пока на текущий момент она больше выглядит на словах, и я надеюсь, украинская сторона предложит какую-то адженду для совместных действий. Третий момент – это Европейский безпековый союз. Формирование этой организации – это не альтернатива для НАТО и не альтернатива для евроатлантической интеграции Украины, но мы находимся в таком положении, что должны хвататься, так скажем, за различные варианты обеспечения региональной безопасности. Европейский военный союз, он возможен как определенное дополнение к тем гарантиям, которые нам предоставляют наши партнеры по НАТО. Вы говорите про эти региональные союзничества, которые мы сейчас формируем с рядами стран Европейского Союза? Я говорю и про поддержку Украины с точки от НАТО как организации в целом, так и сотрудничество с отдельными государственными НАТО по причерноморской, так скажем, тематике, помимо структур евроатлантических.
в данном случае и Европейский беспековый союз, он, возможно, вполне возможно включение его в эту вот, систему обеспечения региональной безопасности. Это спорный вопрос между структурами НАТО и ЕС. Это должно нас меньше интересовать. Мы должны использовать все возможные варианты. В том числе, вот упоминали о недавней инициативе по тренировочной миссии. Военно-тренировочной миссии ЕС. Это не глобальное какое-то изменение, но это такие маленькие шаги, которые нам помогают укреплять нашу оборону, помогают нам противостоять общему врагу. Ну и последнее, о чем я хотел бы остановиться, это энергетическая безопасность. К сожалению, мы сейчас входим в переговоры в достаточно сложном положении. И тем не менее мы должны поднимать вопросы Северного потока-2 и третьего энергопакета ЕС, и распространяется ли европейское энергетическое законодательство на Украину, или это больше только слова. Эти вопросы тоже должны быть подняты сейчас. Сейчас пока достаточно высока роль Германии в Европейском Союзе для того, чтобы расставить точки над «и» до того, как произойдут какие-то радикальные изменения внутри ЕС. Саммит будет сложный, но я надеюсь на то, что определенный позитив для нас будет. Дякую вам дуже, пане Павло. Дякую за таку змістовну відповідь. Що хсалимо, що наше время і підключились к нам в ефір. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалистики «Стратегия 21». Пане Ярославе, вы также считаете, что саммит будет непростым, но при этом мы, возможно, увидим какие-то позитивные результаты в разных сферах? Я на самом деле считаю, что саммит, конечно же, он отметится рядом определенных прорывов, да, но это будут в первую очередь дискурсивные. То есть мы можем услышать поддержку наших инициатив, еще раз, таких как Крымская платформа. И тут важно, что сама украинская сторона предложит Европейскому Союзу как ожидаемую адженду для поддержки, потому что все равно Европа рассчитывает на то, что мы ей предложим какой-то план нашей поддержки, мы его дадим, и она уже выберет, что как бы из этого будет для нее приемлемо. Во-вторых, появление в Украине военно-тренировочной миссии ЕС или какого-то военного представительства стран ЕС действительно возможно в силу разногласий, которые сейчас существуют внутри западного мира между, с одной стороны, Парижем и Берлином, и с другой стороны, Лондоном и Вашингтоном. То есть мы понимаем, что в Европе все чаще и активнее начинает продвигаться идея создания какого-то внутриевропейского объединения безопасности, сугубо заточенного на Европейский Союз. И это элемент, скажем так, более суверенной политики Берлина и Парижа по отношению к США. То есть создание в особенности на фоне АУКУСа после этого соглашения. В том числе, и на самом деле это и последствия Брексита, и в какой-то мере последствия правления Трампа, там, где все поняли, что далеко не всегда США будут проявлять себя как партнер, который действительно понятен и приятен Европе. Во-вторых, это в какой-то мере и отложенные такие далекие последствия окончания Второй мировой войны, потому что после Второй мировой понятно было, что геополитическая роль Европы понижена, Франция разрушена, Германия разделена в статусе проигравшей. Поэтому понятно, что США и Британия занимают главенствующую роль. Постепенно с возвращениями Франции и Германии какой-то более активной суверенной роли, как бы влияние и США, и Британии на континенте, очевидно, падало. И сейчас мы видим продолжение разворачивания интересов Берлина в новой обертке. Однако, касаемо вот этой вот миссии Европейского Союза в Украине военной, были дебаты, было обсуждение в Бундестаге. Там очень показательной была повестка различных партий по этому вопросу.
И это нас еще раз подводит к тому, что реализация этого вопроса полностью зависит от того, какой будет коалиция в Германии. Для Украины исключительно выгоден только один сценарий, там, где ХДС будет в составе правящей коалиции. Так. Потому что леворадикалы, праворадикалы, То есть АфД, объединение Делинки... с СДПН, ХДС, ХСС? Ну, не обязательно. Существует еще сценарий, в котором партия Зеленых и либеральная партия Свободных Демократов объединяются с ХДС, ХСС. Но они уже сказали, что они хотят вести углубленные переговоры с СДПН. Ну да, это правда, но вполне вероятно, что эти переговоры не увенчаются успехом в силу того, что все-таки СДПН и партия Свободных Демократов — это силы разнонаправленные. То есть социал-демократы тянут за увеличение налогов и такую более левую гуманитарную политику. Партия Свободных Демократов, более правая экономическая политика, ориентация на интересы бизнеса, среднего класса, высокая остается вероятность, что они не договорятся. Кроме всего прочего, существует вероятность переизбрания главы ХДС. Непопулярного Армина Лашета могут заменить, например, на Маркуса Зёдера, и тогда переговоры пойдут опять же в другом ключе. Но важно, что только ХДС полноценно и полностью поддержали эту повестку какой-то европейской военной миссии в Украине. Социал-демократы высказались довольно-таки сдержанно, потому что вообще любая военная экспансия или какое-то применение военной тематики как инструмента дипломатии для социал-демократии немецкой, оно действительно чуждо. А вообще попробуйте, раскройте, пожалуйста, что означает военно-тренировочная миссия ЕС в Украине? Это конгломерат военных из различных европейских стран в Украине. Что это должно быть? Как она должна работать? Ну, это что-то подобное, например, такой же миссии от Канады. То есть группа военных инструкторов, которые работают на каком-нибудь военном полигоне или в какой-либо воинской части. Например, они могут быть тоже прикомандированы к Яворовскому полигону на Львовщине, как и канадская военная миссия, там, где крупные соединения украинских вооруженных сил проходят переподготовку. Это могут быть инструктора по тактической медицине, по снайперской стрельбе, то есть по военной разведке, вообще по целому ряду направлений, по целому ряду военно-учетных специальностей. То есть, по сути, это такая постоянная ротация и присутствие в Украине военных инструкторов из стран Европейского Союза. Это все осложняется тем, что на самом деле военная мощь Германии сейчас действительно невелика. Немецкая дипломатия и даже инструменты национальной безопасности и немецкие спецслужбы гораздо сильнее, чем немецкая армия. То есть армия просто непропорционально самой Германии слаба. Поэтому в значительной мере можно рассчитывать, что в составе этой миссии в первую очередь будут военнослужащие из Франции. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Миколу Бучина, доктора політичних наук, професора Національного університету Львівська політехніка, політолога. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю. Да, витаем. Пане Микола, сегодня стало известно, что МИД России разрешил приехать в Москву для переговоров заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. И ей, я напомню, с 2019 года был запрещен въезд в Россию, так как МИД РФ внес ее в черный список, составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что для приезда Нуланд был разрешен в обмен на то, что США исключили из санкционного списка россиянина. Чего ожидать от этого визита Нуланд в Москву? Будет ли подниматься вопрос Украины, вопрос урегулирования войны на востоке Украины и деоккупации Крима? Як думаєте? Ну, насправді, мені здається, що ми маємо розуміти, що якогось суттєвого прориву і якогось суттєвого налагодження відносин між Росією і Америкою в контексті візиту Нуланд не буде. Я би швидше розглядав це як політику певного технічного характеру. Я думаю, що насамперед буде розглядатися питання особливостей функціонування дипломатичних місій, відповідно, американських і російських, тому що ми розуміємо, що в цьому напрямку є доволі багато проблем. Крім того, мені здається, що в даному випадку маємо розуміти, що Вікторія Нуланд є просто інструментом в руках Джозефа Байдена для того, щоб певною мірою намагатися, ну, хоча б частково, я не скажу нормалізувати, можливо, правильніше буде вжити термін, зробити відносини між Росією і Америкою більш передбачуваними. Тому що ми прекрасно розуміємо і пам'ятаємо, що в контексті візиту і зустрічі, власне, Володимира Путіна і Джозефа Байдена, Джозеф Байден говорив про те, що
він хоче передбачуваних відносин з Росією, і він має певний період, в який він буде спостерігати за діями Путіна і Росії, і потім буде робити певні кінцеві висновки про те, якими можуть бути перспективи подальших відносин. Тому зрозуміло, що в даному випадку це швидше виглядає як певна перевірка результатів, перевірка і звірка певних годинників. Але звичайно, що питання важливі для України будуть підніматися, тому що ми розуміємо, що чинник України, чинник Криму, чинник війни на Донбасі, чинник переговорів, він однозначно є тим фактором, який, скажімо, як мінімум є індикатором і суттєвою перешкодою у формуванні і реалізації відносин між Америкою і Росією. І однозначно, що Америка і Джозеф Байден, зокрема, вони не можуть ці питання, цю повістку дня залишати неактуальною. Тому що, звичайно, ці питання будуть певною мірою підніматися, але швидше я би говорив про те, що це будуть просто певні декларації, чергові акценти американського чиновника на тому, що ці питання є для США важливі, і Росія має на них звертати увагу. Интерфакс, ссылаясь на свои источники, близкие к подготовке этой встречи, сообщили о том, что на полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию войны на востоке Украины. И все же, какова вероятность того, что Соединенные Штаты Америки еще более активно будут включаться в этот вопрос? И до этого звучали идеи относительно привлечения США даже к нормандскому формату. Насколько это реально? Ну, звичайно, що, як кажуть, час покаже, ми можемо тут тільки прогнозувати, але, на мою думку, все-таки ці речі є невигідні в першу чергу Росії. А я вже особисто звик слідкувати і бачити те, що Володимир Путін і Росія в даний час роблять і дозволяють певні поступи тільки тоді, коли це, як мінімум, не суперечить їхнім національним інтересам. Тому ми прекрасно всі розуміємо, що, наприклад, такий кардинальний варіант, як участь і залучення США до нормандського формату, він суттєво посилить позиції України в переговорні і послабить позиції Росії. Зрозуміло, що Росія навряд чи на такий шлях піде. І ще один важливий момент, ми маємо розуміти, що, на жаль, ну і це, напевно, закономірно, але, на жаль, Росія і Україна, і Америка мають суттєво різні бачення того, яким має бути переговорний процес і які мають бути фінальні результати цього переговорного процесу. І зрозуміло, що в даному випадку, поки не буде спільних знаменників, говорити про якісь прориви і про якісь реальні результати, напевно, перед часом. Мы затронули тему нормандского формата. До этого с паном Ярославом как раз обсуждали этот вопрос. И в частности обсудили статью Медведева, который назвал абсолютно бессмысленными любые переговоры с нынешним политическим руководством Украины. Как вы считаете, на кого ориентированы эти заявления, эта статья Медведева? Можно ли сделать, основываясь на эту статью, вывод, что в ближайшее время встреча 4 лидеров в нормандском формате или тет-а-тет ли не состоится? Ви знаєте, якщо б не певні речі, то на перший погляд так би виглядало, і я був схильний думати про те, що стаття Дмитрія Медведєва – це є просто спроби маргінального вже тепер політика, якого десь останні роки відкинули на задвірки російської історії і політики, намагатись і спроби привернути певну увагу до актуальних проблем і повернути себе в власне повістку, порядок денний російської політики. Але є одне але, ми пам'ятаємо, що є фідбек, є реакція на статтю Медведєва з боку Пєскова, тобто прес-секретаря Путіна, який десь погодився з тим, що стаття є актуальна і десь суттєво підкреслює основні певні риси і характер України, української політики, українського керівництва і української поведінки, зокрема в переговорному процесі. Тому я думаю, що ми можемо говорити про те, що, по-перше, Дмитрій Медведєв, він десь репрезентує неофіційно позицію Кремля, тому що ми прекрасно розуміємо, що Володимир Путін не може такі речі десь ретранслювати на міжнародну спільноту, тому що Росія постійно позиціонує себе як сторона, яка бажає врегулювати конфлікт, яка готова бути посередником в конфлікті, забуваючи, що вона є стороною активної конфлікту. І зрозуміло, що якщо б такі речі звучали з позиції офіційного Кремля, з уст Путіна чи його офіційних представників, то це би було
яскравим свідченням того, що Росія насправді не зацікавлена в переговорному процесі. Коли ми говоримо про Дмитрія Медведєва, то він є зручним інструментом для того, щоб висловити реальні думки і ставлення російських лідерів до України і до переговорного процесу, але при тому дає їм можливість не позиціонувати себе офіційно з такою точкою зору. Крім того, мені здається, що не випадково така стаття вийшла в день приїзду Вікторії Нуланд. Очевидно, що, як я вже казав, цілі, позиції і бачення кінцевих результатів переговорів і відносин з Україною є різними. І, можливо, це чергова спроба Росії показати, зокрема, і Вікторії Нуланд, і Америці те, що Україна погана, що з нею беззмістовно вести переговори, що вона ненадійна як переговорна сторона. Ну і крім того, я б, можливо, десь звернув увагу на те, що українська влада, український президент потрошки починає входити в другий етап своєї каденції президентства. Звичайно, що до виборів ще далеко, але в статті Дмитрія Медведєва прозвучало багато фраз про те, що вони будуть чекати зміни, що Росії хочеться бачити зміну політичної еліти в Україні, тому що ця теперішня влада не здатна конструктивно, на думку Росії, діяти. А ми прекрасно розуміємо, що в Україні є доволі значний сегмент електорату, який все-таки десь прислухається до позиції Росії, для якого думка російської сторони є як мінімум певним аргументом, який може спричинити результат голосування. Так, зрозуміло. В даному випадку це теж можна розглядати таким чином. Дякую вам дуже, пане Микола. Чухсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Микола Бучин був з нами на прямому зв'язку, доктор політичних наук, професор Національного університету Львівська політехніка. Пане Ярославе, вот буквально минутка до завершения нашего эфира. Визит Нуланд в Москву. Чего ждать? Я буду солидарен с предыдущим комментатором. Очевидно, что для России и США сейчас недоступна опция возврата к нормальным взаимоотношениям, как это было, например, до 2008, до 2013 года. Однако для США стратегически важно, чтобы Российская Федерация оставалась хотя бы предсказуемой, с ней можно создать какую-то мнимую линию компромисса, да, в первую очередь с российской стороны, на самом деле, компромисса, так, чтобы это было адекватно продано и внутри США, и внутри Российской Федерации, как некий устойчивый порядок. У них есть хорошее такое словосочетание, которое они часто использовали в российско-американских документах, стратегическая стабильность. Вот это вот максимум, который они могут достичь в отношениях. И поэтому статья Медведева действительно очень хорошо смотрится в контексте визита Нуланда. Эта стабильность предусматривает прогнозируемость? Ну вот как раз с американской стороны очень важно, чтобы Россия не ввязывалась в какие-то новые масштабные конфликты, не в интересах США. То есть хотя бы иметь Россию в статусе какого-то плюс-минус нейтралитета, не говоря уже о том, что Россия должна оставить свои попытки постоянно помогать Китаю, потому что действительно китайская тематика для США сейчас является приоритетной. И отношение США к Китаю, оно детерминирует отношение США к России, и, соответственно, это отношение США к России оказывает влияние и на отношения с Украиной. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чухсаголно, що приїхали Дякую к нам в студію, ответили на наші вопроси. Ярослав Бушко, експерт міжнародних, голова Центру політичних студій «Доктрина», був гостем нашей студии. А я с вами вынужден, к сожалению, попрощаться, но оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А после в этой студии вас поприветствует в программе «Прайм Мацарский» мой коллега Юрий Мацарский. Не пропустите, будет интересно. Куршкевич.